Добрый день, в эфире спецвыпуск «Заман». Бессрочная гражданская блокада Крыма продолжается. 20 сентября в полдень началась акция по блокированию грузового транспорта, следующего из Крыма и из Украины на полуостров с продуктами и товарами. Через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов, легковой транспорт и пустые грузовики. В очереди в Крым на пропускном пункте Чаплынка стоит более 80 фур, на пункте Каланчак – 114. Среди водителей грузовиков растет напряжение и недовольство, сообщают Крым-Реалии. Ребята, ну поймите, пока у нас кастрированное правительство, пока оно есть кастрированное, иначе его не назовешь. Ничего не будет, мы сами это государство. Вот это мы и наводим. Мы это государство. Мы все время, в большинстве выгодно было, все равно возили на Россию. Тот же помидор, тот же лук. Рынок Донецк ушел, Крым. Это, представьте, сколько населения. Сколько потреблял один только Донецк, Луганск. Всего за вчерашний день на материковую Украину проехало 54 пустых фур. 18 добровольно вернулись в Украину. Вчера на одном из пропускных пунктов дальнобойщики попытались перекрыть путь для легкового транспорта и микроавтобусов. Сотрудники МВД Херсонской области эту акцию быстро прекратили. Камеры не подсказают? Ну, я вас, наоборот, поддерживаю. Да, знаю, сказали, да. Если тебе сказали, я прошу прощения. Вы, пожалуйста, не нарушайте правопорядок. Вы знаете, кто я такой? Да. Кива Илья Владимирович, замначальника ГУМВС Херсонской. Мне сказали, да. Да, если вам... Я, наоборот, я поддерживаю вас. Вы, пожалуйста, соблюдайте правила проведения акции и согласовывайте свои действия непосредственно с оргкомитетом. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что провокационные действия протестующих против блокады в Крыму координировала российская полиция, а участники протестных акций зависимы от власти. Вчера в Бахчисарае и Симферополе члены ранее неизвестной организации «Народный самоконтроль» провели акции против продовольственной блокады Крыма и ее инициаторов. В частности, пикетировали дом Мустафы Джемилева в Бахчисарае, а в Симферополе офис компании «Симсити Транс», где раньше располагался телеканал АТР. Сейчас существует риск того, что в ответ на блокаду полуострова российская администрация Крыма может запретить всем крымчанам выезжать на материковую Украину. Об этом заявил член национального состава Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. В частности, он говорит, что цель этого обычный шантаж. Российские силовики запугивают крымских татар уголовными делами, чтобы те не участвовали в продовольственной блокаде Крыма. Об этом заявил первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. Я получил своеобразное предупреждение. То есть не я лично, а через меня постарались передать остальным, что все, кто из Крыма поедет участвовать в гражданской блокаде Крыма, столкнутся с преследованием со стороны силовых органов Крыма, вплоть до открытия уголовных дел, так как, по их мнению, данная блокада направлена против государства Россия. Фактически, я считаю, это своеобразный способ давления, и я не исключаю, что если ситуация в результате блокирования Крыма будет обостряться в Крыму, то силовики найдут в кавычках вот таких вот виновных лиц, чтобы отбить охоту у желающих поддерживать эту акцию или фактически оказать такой шантаж на организаторов этой акции. О текущей ситуации на Чонгаре расскажет наш корреспондент Гульсум Халилова. На пропускном пункте Чонгар сейчас все спокойно. Тут оборудуют сцену и привезли полевую кухню.
Здесь будет целая линия палаточного городка. Она будет охраняться. Здесь будут кухни. Уже сегодня подъехали кухни. Более того, с этого штаба управляем по 3 направлениям. Сегодня кухни приданы от МЧС области по нашим рекомендациям и в Каланчак, и Чаплынку. Разворачивается здесь кухня. На данный момент на Чангаре фур нет, однако на пропускном пункте Каланчак стоят 83 фуры. К тому же, не доезжая до блокпостов, установили палатки с 10 активистами, которые не пропускают фуры. На пропускном пункте Чаплынка также стоят 114 фур. За ночь на материковую часть пропустили 54 пустых фур, возвращающихся с Крыма. С утра появилась информация о том, что будто бы ночью представители правого сектора остановили грузовик с картошкой, которую забрали себе. Предлагаю послушать, как объясняет эту ситуацию водитель грузовика. Специально ее сюда везли, в Чангар, да. С хозяином там военные поговорили, договорились. Несколько минут назад появилась информация о том, что в обход блокпостов активистов проскочил микроавтобус с помидорами. Разъяснить ситуацию отправились представители правого сектора и самообороны. Ще уточнити інформацію. От ми бачили, як ви нас доганяли, сказали, що проїхала якась фура з помідорами. Ну да, ми підійшли, поговорили, вона поїхала. Вона з помідорами? Пояснили, да, вона зразу розвернулася, поїхала назад в Україну. А вот эта фура, груженная мясом, стоит здесь уже несколько дней. По словам работников заправки, ее здесь бросил водитель. Чтобы машина не пересекла границу, активисты сняли номера. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» в 17:30. Будьте с нами.